Неотъемлемой частью нашего города является духовная культура. Это церкви и храмы. Их архитектурные строения необыкновенно красивы и величественны. Каждый горожанин может прийти сюда, помолиться, попросить о помощи и здоровья. История Канашского храма началась 25 ноября 1901 года, когда по благословению архиепископа Казанского и Свияжского Арсения Брянцева состоялось освящение вновь построенного деревянного храма во имя святителя и чудотворца Николая при станции Шихраны. Место для храма было отведено в полукилометре от станции. Благодаря стараниям членов комитета и прихожан, немногим более чем за 8 месяцев был построен великолепный храм на каменном фундаменте, благоукрашенный внутри. Окончательно как снаружи, так и внутри храм был готов к 20 ноября. Вера – это уверенность в том, чего до конца не знают и не видели. Вера бывает как в религии, так и просто в жизни, вокруг нас, в нашем окружении, когда мы верим во что-то и надеемся. В сегодняшней передаче мы поговорим о духовности нашего города. Мы находимся в здании Канашской епархии. Владыка Стефан, скажите, пожалуйста, что такое вера? Я хочу ответить на ваш вопрос словами апостола Павла, и не на русском, а все-таки на славянском языке. Вера есть упование извещаемых вещей, обличение невидимых. То есть вера – это упование наше, в первую очередь, на Бога. Апостол Павел говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Человек без веры жить не может. Если кто-то говорит неверующий, то не обязательно, это далеко, что не означает, что человек не имеет веры. Мы каждый имеем веру. Веру в свою будущую жизнь, веру в жизнь загробную, веру в то, что мы проживем сегодня день и будем жить завтра, послезавтра и третьего дня. Поэтому абсолютно неверующих людей нету. Но есть люди, которые верят в Бога, верят в Святую Троицу, которые приходят в церковь, которые живут жизнью церковной. А есть люди, верят, в свои силы, может быть, еще что-то, да. Вот я так в 3 словах, если не вдаваясь в подробность, так бы сказал, сделал бы определение о вере. А в чем же заключается духовная культура? Духовная культура. Культура, она вообще без духовности-то она не может быть. Будем так сказать, да, культура. Что культура? В первую очередь, это отношение к своему ближнему. Есть такой закон, духовный, я бы сказал. Как хочешь ты относиться к себе, так относись к своему ближнему. То же самое в отношении культуры. Когда требуется помощь нашего ближнего в чем-то, да, требуется просто порядочное отношение к своему близкому и, может быть, не совсем близкому, к своему брату, сестре, отцу, матери, подруге, другу и просто к человеку незнакомому. Культура – это правило поведения, я бы хотел сказать, наверное, все-таки будет точнее высказаться, в окружающем мире. Есть понятие, как человек культурный и бескультурный, да, который пройдет, может быть, с тобой живет даже на одном этаже, пройдет и не поздоровается. А другой человек культурный, да, он поздоровается, пожелает тебе доброго здоровья, доброго дня, улыбнется. Ведь от человека это много не требуется, да? Вот я бы так и сказал бы, вот что такое культура, да. Прихожанами Никольского храма являются в основном чуваши, но в приходе много верующих других национальностей. Богослужения в храме совершаются как на церковно-славянском, так и на чувашском языках. Церковные песнопения исполняются не только хором, но и верующим народом. Жители города в большинстве своем христиане, верующие в Иисуса Христа. Я так скажу, город Канаш как город, он относительно молодой. И жители Канаша, вот я здесь 7 лет уже нахожусь, нешу послушание, как сказать, епископа Русской Православной Церкви, епископом являюсь канашским, и до тех пор, пока я не пришел в Канаш, и пришел, и сам убедился, что все говорят, что в Канаше люди верующие, духовно крепкие, да. В Канаше всегда был храм святителя Николая, люди приходили сюда, молились, и сейчас приходят, да. Приносят с младенцев креститься, потом венчаются, и в последний путь тоже проходит через храм. Слава Богу, сейчас на сегодняшний день у нас уже 3 храма. Это храм святителя Николая, самый древний храм всех скорбящих радостей в районе вагоно-ремонтного завода, и небольшой храм-часовня,
святых Петра и Февронии, это в центре города, надо сказать, недалеко от городской администрации, да. Слава Богу, у нас храмы не пустые, у нас замечательные воскресные школы, где детишки школьного возраста, младшего, среднего и старшего возраста приходят в эти воскресные школы, изучают закон Божий, участвуют в богослужении. Слава Богу, да. И как люди у нас храм посещают не только престарелого, пожилого возраста, но также молодого и среднего возраста. Я считаю, что жители Канаша в подавляющем большинстве люди верующие. А можете еще сказать, вот человек верит в Бога, но не ходит в церковь, это же считается, что он верующий? Очень хороший вопрос, и не вы первый, наверное, этот вопрос задаете. Святитель Киприан Карфагенский по этому вопросу отвечает так. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Поэтому, дорогие мои, церковь – это особое место на земле, где совершаются святые таинства, которые установил сам Господь наш Иисус Христос. Место, где особое присутствие благодати Божией и где мы общаемся с Богом. А те люди, которые не хотят или не могут по неуважительной причине присутствовать в храме, это просто, так сказать, я бы сказал, отмазки. Просто не желает идти и все. Потому что настоящий верующий человек, конечно, он приходит в храм. Потому что настоящий верующий человек, он участвует в таинствах церковных. Мало того, креститься, человек должен приходить в храм, участвовать в богослужении, исповедоваться, причащаться святых Христовых тайн. Сейчас время особо благодатное, начало Великого Поста. И вот до Пасхи время, конечно, с одной стороны, может быть и много, а с другой стороны, это так время быстро пройдет. И вот надо пользоваться этим временем, чтобы напитать не только свое тело, но свою душу, потому что человек – это существо двусоставное. Он не только из тела состоит, но и из души. Для тела мы что? Хорошо покушать, одеться, еще, как говорится, чем-то, так сказать, востребовать себя. А про душу мы свою забываем. А душа тоже хочет общения, хочет, так сказать, напитаться. А чем она может напитаться? Напитаться именно общением с Богом. А это общение с Богом происходит именно в храме Божьем. В 2006 году в районе ВРЗ был построен храм в честь иконы Божией Матери, всех скорбящих радость. И утренний колокольный звон оповещает канашцев о наступлении нового дня. Александр, расскажите о истории создания храма. Место искали долго. Тогда отец Александр, настоятель, отец Александр Михайлов в Никольском храме тогда был еще. Вот. С начальствующими, конечно, городскими, они вот нашли здесь место. Его осветил отец Александр по благословению митрополита Варнава. И в 2006 году, 29 мая, его осветил митрополит Варнава. Митрополит Варнава. Конечно же, людей много было. Ну, не как сейчас, конечно, вот храм был. Тогда иконостас был временный, иконы тоже такие вот, тоже временные были. А потом, после освящения, наверное, в 2007 году, через 8 месяцев, меня настоятелем отправил владыка сюда служить. Город Канаш. Я вот с 2007 года, с 1 сентября, как приехал, уже до сих пор здесь нахожусь. И, конечно же, да, прихожане, они, как сказать, очень здесь верующие в городе Канаши, помогают. И, конечно же, это храм Божий, это как второй дом для всех нас. Каждый год, конечно же, мы вот стараемся какие-то вот иконы приобрести. Очень много икон привозили с Иерусалима, с Афона и мощи нам тоже вот очень много разных. Мощевик тоже у нас есть. Да, вот если с левой стороны посмотреть, или справа, если от меня, там есть вот камни от всех монастырей с Иерусалима. Хочу сказать, конечно, вот наш храм освящен в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Эта икона у нас местная, его писали. Иконы писали в Москве, в монастыре. Монастыре тоже горожанка города Канаша. Она сейчас у нас в монастыре, и иконописность закончила. И вот для нашего храма она писала икону. У нас в городе Канаша есть при 11 школе
4 класса православным уклоном. Они часто у нас бывают, и мы тоже по приглашению, конечно, по праздникам вместе собираемся и рассказываем, и они прям с классами приходят и причащаются. Это очень, конечно, радует нас. И будет у нас все хорошо. Помоги Господь вам всем. Бог благословит. Да, Божье благословение. Спаси Господи. У нас еще икона Божьей Матери всех скорбящих радости, вот, которая пребывает вот здесь в храме. Она была написана в 1891 году на Святой горе Афон монахами Свято-Пантелеймонова монастыря и освящена от главы великомученика и целителя Пантелеймона. В этом же году святыня была передана верующим. В 30-е годы прошлого века, когда это время вошло в историю как время безбожного лихолетия, вот эту святыню спасла и сохранила у себя благочестивая жительница одного из сел России, Кулагина Анастасия. 2015 год был ознаменован годом тысячелетия пребывания русских на Афоне. В честь этого знаменательного события святыня была передана нам, казакам, для осуществления миссионерской деятельности по принесению святыни по городам России, населенным пунктам, казачьим хуторам, станицам и социальным учреждениям. А кроме иконы, какие вы еще святыни привезли? Кроме иконы, мы привезли ковчег с частицами мощей блаженной Матроны Московской и святителя Спиридона Тримифунского. В Святом Писании написано, что придут скоро такие времена, когда вот Божья Матерь, святые угодники будут ходить по земле и сами приходить к людям. Вот, видимо, эти времена уже наступили. Вот не у каждого же верующего есть возможность, например, поехать в Москву, в Покровский женский монастырь, там приложиться к мощам Матроны Московской. Тем более не у каждого человека есть возможность поехать в Грецию, на остров Корфу, где находится мощи Спиридона Тримифунского. А о чем молится? Что чаще всего просят у святой Матроны? Вы знаете, мы вот в конце января, в начале февраля были на рождественских чтениях в городе Москве и имели честь посетить вот этот Покровский женский монастырь. Масса историй, где люди получают какое-то облегчение, там, какие-то телесные, духовные, понимаете. Матрона, мне кажется, она от всего помогает. Поэтому она почитаемая, нескончаемый поток людей. Просто если вот бывал кто-то там, знаете, там, какая масса людей там проходит. Спиридон Тримифунский, вот принято считать, что он помогает людям в приобретении жилья, в продаже жилья. То есть жильем он помогает. Я не зря сижу у музыкального инструмента. Сейчас мы встретимся с директором музыкальной школы. Я живу в районе ВРЗ достаточно давно, и строительство храма происходило на моих глазах. Но я никогда не могла предположить, что я стану не только прихожанкой этого храма, но что он будет играть в моей жизни достаточно большую роль. По роду своей деятельности, поскольку работаю в детской музыкальной школе, и мы проводим много мероприятий духовной направленности, у нас проводятся совместные мероприятия. Это рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды». Проводится фестиваль «Пасхальная радость». И, конечно, духовную поддержку мы получаем именно от настоятеля храма всех скорбящих радость, отца Александра. Дети наши знают этого батюшку очень хорошо, очень его любят. И вот это добро, которое царит в этом храме, вот эта любовь, она, конечно, передается и нам, взрослым прихожанам, и детям. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что храмы в нашем городе играют очень большую роль для наших жителей. Тот же самый храм в честь святителя Николая Чудотворца – это Намоленный, это старинный храм. Прихожане, жители города очень любят ходить туда. Я тоже очень люблю ходить туда, потому что действительно там своя атмосфера. Там действительно это храм Божий, это мир, любовь и доброта. 8 июля 2015 года в Канаше произошло очень важное событие – открытие храма-часовни Петра и Февронии Муромских, православных покровителей семьи и брака, чей супружеский союз считается образцом. Храм-часовня построен исключительно на пожертвовании жителей города, земляков, уроженцев города Канаш, руководителей, коллективов и учреждений города, деятелей Чувашской республики. Храм был построен по инициативе группы женщин, которые съездили в паломническую поездку в Муром и
поклонились мощам святых благоверных князей Петра и Феронии Муромских. И у них возникла идея создать храм, в который бы горожане могли приходить со своими семейными бедами, неурядицами и просить покровителей брака и семьи о помощи Бога, чтобы Господь исцелил их семьи от духовного недуга. У кого-то разводы, у кого-то пьянство, у кого-то дети не слушаются или пошли не по той дороге. И вот с этой целью началось благое дело. В честь каких святых назван храм? Храм назван в честь святых благоверных князей Петра и Феронии Муромских. Это история как образца такой любви, христианской любви друг к другу между мужчиной и женщиной, какая только может быть, которые в течение своей жизни претерпели очень много бедствий и тем не менее не сломились перед ними. Святому Петру даже пришлось пожертвовать, можно сказать, своей карьерой. Он отказался от должности муромского князя и оставил боярство свое ради того, чтобы сохранить свой брак. К сожалению, в наше время многие браки распадаются по той причине, что молодые люди знают, чего хотят от своего избранника и не готовы что-то давать. Если подойти к ЗАГСу и спросить любую брачующуюся пару о том, каким вы видите своего жениха или какую невесту, все сразу скажут, он должен быть таким-то, таким-то, она должна быть такой-то, такой-то. А если спросить, а что ты готов дать в ответ, я думаю, почти каждый станет в тупик. А часто происходят в вашем храме обряды венчания? Я служу здесь недолго. До этого до меня венчания были. Я служу вот всего лишь первый год. В мае будет год моей службы здесь. Я в этом храме пока еще никого не венчал. Часто приезжают к памятнику, возле вертолета останавливаются машины, те, кто сочетается браком. Но в храм заходят крайне редко. Основная масса доходит только до мостика, ведущего в храм, и зачем-то вешает там замки. Сегодня молодые люди, наше общество в религиозном плане за 70 лет деградировало настолько, что молодые люди верят в то, что замок, повешенный на перила, может принести им семейное счастье. В храм заходили брать благословение за весь год, по-моему, 2 пары. Мне кажется, что люди приходят редко венчаться сюда не потому, что они испорчены, а потому что за 70 лет мы оторваны от своих корней, и у нас началась религиозная безграмотность. Многие неправильно понимают смысл венчания. Кто-то венчается, потому что сейчас это модно, кто-то венчается для того, чтобы на всякий случай, а вдруг будет крепче брак, кто-то венчается по настоянию родителей. На самом деле венчание – это одно из 7 таинств, которое совершается в нашей церкви, и в нем преподается особая помощь Божия тем, кто приступает к нему осознанно. В нашем городе живут как христиане, так и мусульмане, в мире и согласии. Каждый уважает веру друг друга. Мечеть в Канаше открыли в 1993 году. До этого никогда в городе мечети не было. Со временем провели полную реконструкцию, построили новый минарет, расширили помещение, закрыли ляписную кладку с сайдингом, установили новый забор. В общем, все привели в современный вид. В храме или в мечети мы соприкасаемся с вечностью, с духовным миром, частью которого являемся. Поскольку человек – это уникальное создание, он заключает в себе 2 мира – видимый и невидимый. Каждый верующий горожанин несет в себе частичку неведомого мира, а храмы, являясь частицей неба на земле, создают божественное умиротворение и душевный мир и покой. А с вами была я, Екатерина Мельникова, и передача «Крупицы Канаша».